2 года назад я сама просто задумалась о том, куда деваются все наши отходы, и решила, что не могу больше ждать, и просто начала со своей семьи, своего бизнеса, сортировки, уменьшения отходов. И результат меня очень сильно поразил, поэтому я решила им поделиться, и, к моему удивлению, очень многие горожане начали сортировать, сдавать. У нас появилось еще несколько компаний по приему вторсырья, и это все, само собой, очень хорошо развивается на данный момент. Сегодня я рассказала о своем опыте не только как общественника, но и предпринимателя, потому что у нас есть и торговля, и общепит, и мы благодаря сортировке и просто осознанному потреблению мы раз 20-30 уменьшаем свои отходы. И этот опыт мне очень хочется передать другим предпринимателям, что это не только наш долг, да, моральный, но и это экономически выгодно. Мы очень хорошо экономим на вывозе отходов. У нас уже появляется все больше и больше компаний, которые принимают и вывозят за пределы республики. И вопрос именно стоит в том, чтобы поддержать эти компании, потому что достаточно сложная эта работа, и там на самом деле прибыль очень маленькая. Также у нас стоят вопросы по 3 фракциям: это тетрапак, пищевые отходы и стеклотара, которое у нас не перерабатывается, пока не принимается. И это все я сегодня заявила, и что нам нужно принимать какие-то решения по этим фракциям. Бизнес — это самый такой активный потребитель, он и много привозит, да, мусора, и тоже сам активно сдает. Потому что на самом деле многие поняли, что это выгодно именно экономически. Я бы людям посоветовала в первую очередь постараться заменить одноразовые предметы на многоразовые, потому что вот эти бахилы, стаканчики, они именно производят большое количество ненужного лишнего мусора. Во-вторых, начать с простых фракций. Вот уже 20 урн у нас стоят в городе, это совсем несложно: сдать бутылку, картонную упаковку. И когда человек видит, что мусор уменьшается, это его мотивирует к дальнейшим действиям. А также можно еще сдавать пищевые отходы, то есть не сдавать, а компостировать. Дать собакам или сделать естественный компост на даче. Это то, что мы делали на самом деле раньше, да, в советское время, но немного забыли. И хочу призвать, что от нас зависит, будет наша свалка увеличиваться, будет ли она дальше гореть. Зависит от каждого нашего человека, от осознанности всех граждан.